Мальки находились в пути почти 7 часов. Транспортировку пережили без потерь. Специальная машина оснащена изотермическими контейнерами, где предусмотрена система обогащения воды кислородом. Стерлядь, чем примечательна для нашей республики, она у нас есть, водится, хотя раньше ее не было. Появилась на реке Енисей в республике Тыва в результате заполнения Саяно-Шушенского водохранилища. Для того, чтобы стерлядь у нас размножалась, чтобы ее было много, требуется большое количество времени. Растет она 6-7 лет. Для сохранения и обеспечения экологической безопасности Тувинская горнорудная компания разработала ряд мероприятий, в числе которых и выпуск молоди стерляди. Данная рыба является краснокнижным и исчезающим видом, поэтому выбор горняков верный и важный. Тувинская горнорудная компания впервые выпускает 1400 молоди стерляди в реку Енисей в рамках экологии. Так программой предусмотрено и проектом предусмотрено именно сейчас в данный момент это запуск молоди стерляди. Финансово затратно это порядка 300 тысяч, по-моему, даже чуть выше рублей. Молодь мы закупили в республике Хакасия. В прошлом году в Енисей было выпущено порядка 70 тысяч мальков. В этом году река пополнилась 120 тысячами молоди стерляди. За последние годы это рекордное количество. Они заключили договор рыбоводческим заводом и специальным автотранспортом, который обеспечивает мальков кислородом, температурой, привезли. Стерлядь – это наиболее ценная порода рыбы, которая обитает непосредственно в Енисейском бассейне. Поэтому вот институтом рекомендовали именно вот эту породу рыбы выпустить. По словам экологов, стерлядь быстро адаптируется к новым условиям естественной среды обитания. Увеличение численности рыбы в Енисее пойдет постепенно. Метать икру стерлядь начнет только лет через 7. Сохранение экологии региона и безопасность производства для сотрудников Тувинской горнорудной компании, как и других предприятий ЕН Плюс Групп, это не только соблюдение требований природоохранного законодательства, но и забота о благополучии будущих поколений. Мероприятия по выпуску молодой рыбы – часть экологической программы холдинга, запущенной по инициативе Олега Дерипаски. Только за последний год подразделения угольного дивизиона компании произвели выпуск более 40 тысяч молоди. На эти цели угольщики выделили более 2 миллионов рублей. Айрас, Владимир Суртук, Мира Энергии, Тува 24.